Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха-информационного агентства. Мы находимся в Мархинской средней школе номер 2, где уроки ведет участник специальной военной операции Сергей с позывным «Доцент». И сегодня мы попробуем разобраться, как участие в специальной военной операции отражается на профессиональной и личной жизни участников СВО. Здравствуйте, дети! Здравствуйте! Так, ну давайте тогда вернемся назад, чуть-чуть вспоминаем, да? А кто такой Александр Македонский? Царь Македонии. Царь Македонии. Что он сделал? Да? Что он придумал такое интересное? Македонскую фалангу. Македонскую фалангу. О, молодец. А кому она проиграла, македонская фаланга? Риму. Риму. А что у них? фаланги. Ну это не фаланга. У них был легион, да? Да. Легионы. Построение, С да, у них? большими щитами. То есть там более современное оружие у них, да, было? Да, так сказать, более удобное и современное. Более удобное и современное. Молодец. Ну вот, Сергей, мы заметили, что дети тебя любят, уважают. Наверное, из-за того, что ты постоянно в форме ходишь, да? Или как это? Да нет, форму я надел. Не, я нормальный человек абсолютно, да. Я форму надел, потому что попросили, как бы, да. Все-таки передача про участников СВО в мирной жизни, я так понимаю, как они адаптировались, да, в этом плане. Поэтому надо было показать, что не просто дяденька пришел с улицы, да, каждого можно было снять. Вот, что все-таки есть частичка. Так, ну давайте я сейчас маленькую ремарочку сделаю, да, я посмотрел видео с Колей. С Колей, да, Коля, привет. Детей у меня много, 3, да, и может быть благодаря этому я обратно вернулся, жив-здоров. На самом деле так и произошло. Расскажи какой-нибудь случай, который наиболее запомнился на специальной военной операции. Случаев было, наверное, много, просто весь этот эмоциональный, когда ты сидишь даже в окопах, тебя обстреливают эти взрывы, ну, это такое вот запоминающееся, да, маленько, никогда, наверное, не забудешь это. Вот это вот. Там нельзя сказать, что прям такой выдающийся случай. Вот, ну, были случаи, ну, которые как бы не хотелось бы говорить. Альбина Вахитовна, расскажите, пожалуйста, вот у вас коллега поучаствовал в специальной военной операции. Какие эмоции, может быть, вы испытывали? Ну, знаете, когда он пошел, конечно, мы очень сильно все переживали, как бы, понимаете, все-таки на войну это волнение. Мы понимали, что с чем Сергей Геннадьевич столкнется. Когда вернулся он, конечно, мы тут плакали, рыдали от счастья все. И желаем всем тоже такого же скорейшего, всем, ну, чтобы вернулись наши ребята с победой. Значит, Сергей Геннадьевич у нас очень ответственный, любит детей, всегда идет на помощь. С ним не страшно. Скажите, у вас же тоже кто-то служит сейчас? В данное время у меня находится на СВО тоже сын, у меня единственный сын. И тоже он мне тоже сказал: мама, кто, если не мы должны защищать все-таки Родину, и как бы, чтобы они не пришли сюда. Поэтому всех ждем с победой. Победа будет за нами. Ну, как и многие, как и все, в принципе, да, я мобилизации не мог оставить в стороне, да, как бы страна в таком положении. Пошел, как бы, как и многие другие ребята, да, попал в бригаду спецназа, ну, пока называть не буду ее, они там, ребята, еще работают. Это все-таки образовательное учреждение, маленько жести там не будем, у нас все было хорошо. В общем, кормили хорошо, в отпуск не хочу, зарплату платят. Слава ВДВ. Участие в специальной военной операции, как оно отразилось на твоей профессиональной карьере? То есть как учителю истории тебе какие-то навыки, может быть, сознание, осознание? Ну да, в принципе, ну я сразу вам скажу еще такой момент, в принципе, вернулся сразу на работу. То есть, да, понимал, что тяжело. И сейчас вот ребята вернутся, они тоже, надо им проходить курс реабилитации. И, скорее всего, это работа, да, как повлияла на мою профессиональную еще деятельность, да. Видел учебники, то, как писали они, как можно коверкать историю, как можно исправлять правду, да. И почему вот эта сейчас ситуация происходит, это, скорее всего, да, вот это плод тех людей, которые переписывали. И сейчас максимальная правда, цель людей, скорее всего, учителей истории, в частности, это нести людям правду.
то, что происходит и там, и то, что было когда-то. Ну, то есть, можно сказать, все начинается со школы, именно с уроков истории, и этот конфликт во многом из-за того, что они искажали... Да, в принципе, из-за этого в какой-то части, да. Ну вот у нас здесь тир, на самом деле, дети учатся стрелять, но помимо здесь проходят некоторые тренинги, может быть, да, по основу военной подготовки, да, то есть у нас здесь вот есть макеты калашей, которые мы детям любим показывать, да, любят их разбирать очень-очень быстро, да, а также основным элементом, именно которые помогут на боевых действиях, то есть как им пользоваться, да, то есть грамотно, стойки, там, где помогут людям в нужные моменты, да, также как правильно накладывать жгуты, да, то есть бронение сам, и как правильно тоже закатывать и кидать гранаты. Вот, да, тут здесь у нас целый арсенал. Вот. Что еще у нас такого интересного? Ну и да, последний момент, да, с использованием силами неонацистов, да, так называемых, использование химического оружия, очень много внимания сейчас отделяем именно РХБЗ, то есть, да, это радиохимическая биологическая защита, да, то есть надевание газов, как правильно, самих вот, элементов ОЗК. Главное, чтобы они это умели делать. Самое главное это для детей. Расскажи о своих учениках, как они отреагировали, когда ты вернулся, как вообще это было? Они знали, что ты уехал? Ну да, конечно, они знали, тоже никто не ожидал, в принципе. Когда я вернулся, они такие радостные, бегут, вы вернулись, да? Они еще, самое удивительное, они мне писали письма. И такие, а он точно получит это письма, да? Он говорит, и они многие писали, чтобы Сергей Геннадьевич приехал. Вернулся. И говорит, а он что, так быстро получил письма, что ли? Да? И уже вернулся. То есть даже дети не успели отправить письма, а я уже как бы приехал, они так радостно бегали со мной, здоровались, спрашивали, как там. Дети обнимали еще. Ну, еще касается из-за чего, потому что, может быть, и их родители тоже, некоторых учеников у нас находятся на СВО, и как бы мой приезд дает им шанс такой, что они тоже вернутся. Ну, много вопросов от них поступает о проведении вообще. Ну, конечно, да, интерес был большой, как там происходит, да, в рамках детей, да, каждого класса, где-то можно в старших классах чуть-чуть побольше говорить, да, что это все-таки война, там это тяжело, а в младших классах, конечно, ты говоришь уже помягче, то есть там говоришь, что вот они сражаются за вас, за родину, за то, чтобы не было фашизма. Как бы все равно градация какая-то именно возрастном должна быть, да, а не говорить вот так вот всю эту грязь, как бы, да, вот это, жесть вот это вот. У тебя очень много общественной нагрузки. Расскажи немного вот о ней, о своей, скажем, ну, такой более не профессиональной, а именно общественной. Ну, у меня так хорошо складывается, что моя же общественная работа, она и связана как бы с работой, да, с профессиональной, да, то есть это военно-патриотическое движение, да, как бы одно из таких вот, когда я вернулся, я понял, что военную патриотику надо развивать еще больше. Я до этого был членом Карбышевского движения. Толя Храмов, привет, если ты видишь, да, наш председатель, идейный как бы лидер этого движения в Якутии. Еще больше как бы стало подвигать эта необходимость, да, и я когда вернулся, то есть оно как бы шло, работало, но когда я вернулся, это прям загорелось еще больше, подлилось, чтобы людей это патриотическое воспитание и поддержка, конечно, наверное, государства тоже в этом направлении сыграла.